Здравствуйте! Вы смотрите очередной выпуск программы «Акцент». Сегодняшний наш гость – секретарь Якутского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» Александр Александрович Наговицын. Наговицын Александр Александрович в 1995 году окончил Восточно-Сибирский государственный технологический университет. В 2010-м с отличием Российскую академию государственной службы при президенте Российской Федерации. Трудовая деятельность была связана с жилищно-коммунальным хозяйством. С 2016 года председатель Совета директоров Сахатранснефтегаза. Избран секретарем Якутского регионального отделения партии «Единая Россия» 11 апреля 2015 года. Здравствуйте. Добрый день. Александр Александрович, традиционно в конце года подводят итоги. И скажите, каковы основные результаты для вашей партии именно здесь у нас в республике, в том числе сколько членов в рядах партии и насколько партия открыта для простых граждан? Хотел бы сказать, что «Единая Россия» в России, в нашей республике Саха-Якутия остается лидирующей политической силой. Это подтверждают выборы, которые завершились, скажем, может быть, кто-то там описывал неудачи для «Единой России». На самом деле, «Единая Россия» во всех прошедших в течение 2017 года наши кандидаты выиграли в 60%. Самая ближайшая политическая партия к нам, которая какие-то места завоевала, это «Справедливая Россия», она получила 4% мандатов во всем электоральном цикле 2017 года. Поэтому мы остаемся достаточно уверенной политической силой. Но я хотел бы сказать, что это и народная партия. Почему народная партия? Потому что народ выбирает, в первую очередь, голосуя на избирательных участках, дает поддержку тем или иным кандидатам, в том числе кандидатам «Единой России». «Единая Россия», по нашим данным, сейчас состоит 30 тысяч человек, 11 тысяч сторонников. Мы для себя взяли задачу в следующем году, в 2018 году, провести активный аудит членов партии. По нашим данным, в этом году у нас 87 человек членов партии вышло из партии, но баланс прихода и выхода остается положительным, поэтому эта тенденция, она положительная, нету повального ухода. Мы хотели бы проверить все-таки те боевые штыки свои, которые у нас имеются, для того, чтобы в следующих выборах они более активно были задействованы. Только для этого. Вы знаете, что не секрет, был период, когда был активный прием в члены «Единой России», поэтому кто-то утерял контакт с партией, кто-то выехал за пределы республики. Поэтому, хотя хочу сказать, что база у нашей партии, она общероссийская база, есть база «Вся Россия», в которой мы учет каждого члена партии ведем. Поэтому сейчас на прошедшей конференции регионального отделения мы такую задачу поставили секретарям своим, поставили такую задачу, в том числе и местным отделениям, чтобы они эту работу провели. А я знаю, что у вас активно работает сеть общественных приемных, в том числе и в улусах. Да, у нас общественная приемная готова к приему граждан. Прошедшие в декабре, 1 декабря партия отмечала 16 лет, 1 декабря, но не только в день своего рождения, а общественная приемная председателя партии Дмитрия Анатольевича Медведева, она работает ежедневно. За прошлый год, с учетом приемных, которые находятся в районах, поступило более 30 тысяч обращений граждан. С этими обращениями гражданами, у нас последний прием в нашей общественной приемной в городе Якутске осуществлял глава республики Егор Афанасьевич Борисов, как член регионального политсовета, член партии «Единая Россия». Депутаты Заксобрания нашего Ультимат принимают активное участие в этом, но и общественные деятели, члены партии, которые готовы оказать помощь тем гражданам, которые приходят своими болями, бедами, заявлениями в общественную приемную. Эта работа ведется на постоянной основе, причем она у нас не на неплохом учете в целом в России. Наш руководитель общественной приемной Голомарева Елена Христофоровна на прошедшем съезде партии также отмечена руководством как одна из лучших общественных приемных. Это радует. Когда говорят о «Единой России», всегда подчеркивают, что это партия реальных дел. Об этом мы можем судить по тому, как активно работают депутаты, члены партии на всех уровнях. И в том числе есть еще и партийные проекты, которые реализуются по всей стране, в том числе у нас в республике. И они ведь направлены на повышение качества жизни. Каков объем вообще этой работы? Хотел бы сказать, что в целом у нас в Якутского регионального отделения существует 27 проектов, из них 25 федеральных и 2 региональных проекта. На прошедшем съезде партии
было принято решение о том, что, значит, из 26 проектов сделать 14 проектов. Эта работа, уже решение принято съездом, поэтому мы, соответственно, после Нового года тоже будем собирать региональный полицейский, где принимать соответствующие решения в свете тех рекомендаций, задач, которые поставил нам съезд партии. Ну, вот прошлый год, уходящий 2017 год, сказать, что в целом по партийным проектам, не по всем, но по части было финансирование практически 250 миллионов рублей. Но самое максимальное, это у нас получил проект «Городская среда», где приняли участие 8 муниципальных образованиях. У нас театры малых городов, город Нерюнгри и город Нюрба получили средства на развитие свое, это порядка 8 миллионов рублей. 25 миллионов рублей у нас, 27 миллионов рублей у нас получили 25 сельских домов культуры, тоже по партийной программе. 8 миллионов рублей на реализацию «Спорт детям». И вот театр юного зрителя в городе Якутске тоже порядка 800 тысяч рублей на модернизацию своего технического состояния. Это все-таки огромная поддержка, я считаю, и в дальнейшем мы услышали из уст председателя партии о том, что эта работа будет продолжена. Плюс ко всему он отметил, что несмотря на то, что часть проектов объединена, все направления, они в этих укрепленных проектах сохранятся. Поэтому мы такой же методологии будем придерживаться в своей работе в следующем году. На прошлой неделе в Москве завершился 17-й съезд партии, где были подведены первые итоги реализации предвыборной программы. Ну и, безусловно, главным событием это стала поддержка действующего главы государства Владимира Владимировича Путина на предстоящих выборах президента. Каков дальнейший план работы? Дальнейший план партия всемирную поддержку осуществит. В первую очередь наша работа заключаться будет в сборе подписей в поддержку кандидата нашего президента Владимира Владимировича Путина. Эту работу мы сейчас работаем своим активом, чтобы, значит, эту работу, вот, как будет дана отмашка в начале января по сбору подписей, мы ее начнем. И на территории республики со всеми гражданами республики, которые поддерживают нашего кандидата, я думаю, что их большинство нашей республики, это и опросы показывают, соберем подписи, соответственно, их мы должны будем 15 января направить в Москву для того, чтобы уже штаб Владимира Владимировича сдал их в Центральную избирательную комиссию. Поэтому доля якутян в этом участии не только «Единой России», но в целом якутян, я думаю, будет существенно. Ну и в дальнейшем, конечно же, в процессе избирательной кампании я не думаю, что, возможно, там наш кандидат требуется там излишней агитации, работа его налицо, и внешняя политика, и внутренняя политика. Поэтому создан будет штаб, и у нас штаб будет партийный, который в рамках штаба общероссийского будет проводить работу, выполнять задачи, которые будут стоять. Александр Александрович, наступающий год будет насыщенным с точки зрения вообще политической активности. Мы говорим прежде всего о выборах, и в том числе у нас в республике, где главным будут выборы депутатов предстоящего. Главные выборы президента. Ну да, потом, значит, у нас еще будут для республики очень важны выборы нового созыва госсобрания, глав некоторых улусов и депутатов муниципального уровня. Какие задачи ставит Якутское региональное отделение «Единой России»? Первая задача, главная, это поддержка Владимира Владимировича Путина на выборах. Затем у нас в сентябре выборы большие, это законодательное собрание Эль-Тумен. Безусловно, наша основная задача — сохранение конституционного большинства в Государственном собрании Эль-Тумен. Мы не говорим, что нам нужно там 70 мандатов. Я вот в своей тоже интервью об этом говорил уже. «Единая Россия» не имеет цели там все 70 мандатов получить, но мы должны сохранить конституционное большинство, потому что я считаю, что все-таки в законодательном собрании присутствие других мнений, оно обязательно. Но мы тут же говорим о том, что игры в поддавки все равно не будет. Мы будем выставлять всех во всех округах, 35 мажоритарных и 35 региональных групп своих кандидатов будем выставлять. 16 глав муниципальных образований. Соответственно, «Единая Россия» также мы планируем 15 апреля провести процедуру предварительного голосования, на котором определить своих кандидатов и выставить их, соответственно, и кандидатами в наш Эль-Тумен Заксобрание в качестве кандидатов от «Единой России» и в качестве 16 глав, в качестве глав поселений. В общем, у нас период выборов не прекращается. Вот начиная в этом году, вы знаете, мы после Алтайского края на втором месте по масштабности выборов. У нас более 3000 выборов, да, в Алтайском крае больше 6 тысяч. И этот тренд, он продолжает сохраняться, что
заставляет партию постоянно находиться в тонусе и быть готовым к борьбе, к работе с избирателями, к работе с своими кандидатами. Я не могу не задать вопрос, касающийся выступления Дмитрия Анатольевича Медведева, который предложил провести предварительные выборы уже в следующем году с участием других политических партий и так далее. Как вы к этому относитесь и когда будет ли это реализовано у нас в республике? Ну, задачи соответствующие представитель партии поставил. Мы не боимся этого абсолютно. Я также высказывал свое мнение о том, что это добавит своего рода драйва для этой процедуры. Все-таки, вот, к сожалению, последние итоги выборов и по НЮРБе и так далее показали, что процедура предварительного голосования недостаточно качественно была проведена. Где она проведена достаточно на конкурентной основе, там эти кандидаты и побеждают. Если она прошла скучно, без конкуренции, то мы получаем то, что мы получаем. И подтверждение тому, вот последние события нас достаточно сильно критиковали тоже. Мы понимаем, что ведущие политические силы, конечно же, от нас всегда ждут результатов безусловных, но побеждать 100% тоже невозможно. Поэтому, ну, Дмитрий Анатольевич немножко не добавил, конечно, все-таки, да, мы готовы принять другие политические партии для участия в этой процедуре, но там есть одно но, что в случае победы, значит, кандидат, который выиграл предварительное голосование и желает выставиться на выборах кандидатом от «Единой России», ну, соответственно, должен свое членство в той партии приостановить и либо беспартийным стать, либо стать членом «Единой России», чтобы продолжить уже избирательную гонку в качестве кандидата «Единой России». А так, добро пожаловать, мы всех открыты. Я и своим коллегам все время говорю, надо поле предварительного голосования расширять, не зацикливаться на ком-то. И сам, когда часто бываю в командировках, встречаюсь с однопартийцами, жителями республики, всегда меня спрашивают, кого вы поддерживаете на предварительном голосовании. Я говорю, мы никого не поддерживаем, мы будем поддерживать победителя предварительного голосования. Поэтому кто победит, кого вы сами, жители муниципального образования, поселения, подскажете нам в качестве кандидата, этого человека мы поддержим. Это простые условия, простые требования, поэтому они достаточно понятны. А расширение этого круга позволит выбрать достойного человека. Александр Александрович, завершается год. Вы являетесь руководителем регионального отделения именно вот Народной партии, как вы сказали. Тогда уже что бы вы хотели пожелать жителям нашей республики? Конечно же, я своим землякам, жителям республики хочу пожелать нашему якутского крепкого здоровья, в первую очередь, в 2018 году, в год собаки, чтобы вас не покидала удача, друзья ваши, собака — друг человека, друзья были всегда рядом, ваши близкие, вы были окружены любовью, счастьем, заботой. Ну и хочу попросить земляков, якутян, граждан Республики Саха-Якутия о том, что все-таки надо активно принимать участие в избирательных кампаниях, принимать, высказывать свою точку зрения. Возможно, она будет и не за «Единую Россию», но тем не менее вы, отдавая свой голос тому или иному кандидату, вы сохраняете за собой право требовать от власти исполнения тех обещаний, которые даны в период избирательной кампании. Если мы не участвуем в избирательной кампании, мы не имеем, я считаю, права требовать что-то, потому что мы не принимали участие в этом процессе. Поэтому всех с Новым годом, приходите на выборы, обязательно участвуйте. Счастья, всем здоровья. Спасибо, что вы пришли к нам на программу. Спасибо вам. Уважаемые зрители, сегодня у нас в гостях был секретарь Якутского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Наговицын. Мы присоединяемся к пожеланиям и в следующем году вместе с нашими экспертами также будем держать руку на пульсе самых актуальных событий. Оставайтесь с нами.